Всем привет, ребята! У нас сегодня в работе такая машина Honda Vezel. Вышла из строя сцепления. Произошла разгерметизация подшипника. Бачок пустой. Второй бачок полный. Подшипник разгерметизировался. Получается, муфта сгорела на подшипнике. По утверждению клиента, человек говорит, что сцепление обслуживалось в феврале. И скажите, пожалуйста, где вы делали данное сцепление, у кого обслуживали, что вообще делали? Просто обслуживали, смазывали или что-то менялось, заменялось? Машину ремонтировали в гибрид Сила. Поменяли, это было в феврале, поменяли, скажем так, сцепление. Я тонкости не знаю, но... Сцепление полностью в сборе, получается? Нет. Не в сборе, да? Не в сборе. Ага. Корзину или сам подшипник? Внутрянку, то есть, как я понял, корпус остался, поменяли внутрянку. Все эти выжимные. Ага. Я не помню даже, что называется, да. Скорее всего, корзину не меняли вам? Нет, по-моему, нет. Ага, То же самое осталось. И внутрянку, как я понял, внутрянку поменяли. Корзина ваша, поменяли только подшипник, да? Да. Ну все, сейчас будем тогда вскрывать, будем разбираться, почему сцепление вышло из строя. Будем смотреть. Не успели начать разбирать машину. Уже видим вибрацию. По подголовнику видно, как все вибрирует. Вся машина вибрирует. Друзья, Гибрид Сила представляет сегодня, номер пусть будет, как говорится. В общем, история такая, Везель. Звонок поступил, шлифую сцепление. Шлифую сцепление, соответственно, корзина. Вот. Была заказана корзина. Еще что было? Подшипники родные. Подшипники родные. Подшипники холостого хода. Сейчас мы вам покажем корзину. Есть? Да. Давай, как стандартно. Итак, вот она корзина. Включаем. Мертвый, там его вообще нет. На что мы обращаем внимание? В общем, само феррадо износилось. Правильно? Еще раз, Константин, объясни, разборная это вообще конструкция, нет? Вообще нет. Покажи ее сюда. Вообще нет. Что это такое вообще? Как ты считаешь? Все, завальцовка тут? Что? Да, завальцовка. Чисто заводское. Да. Люк, смотрите. Ё-моё. Люковское сцепление, как на Жигулях. Офигеть, погоди-ка еще. В общем, иногда бывает такое, что вот здесь сидит весь подшипник. Подшипники у нас сейчас есть? Для образца? Не. Для образца. Для образца нету, вот так вот оно все. Ну вот, видите, она внутри, какая конструкция. Сколько их? 2 диска, да? 2. Первый этот, а второй там. Ага. В общем, история такая. Поставили новую корзину. Сейчас будем калиброваться, но не нравится сама работа не нравится, да? Да, что-то коробка какая-то странная. Короче, сейчас попробуем калибрануть. Если все получится, то получится. Но и бывает еще, помимо вот этого сцепления, может быть износ самой коробки, потому что неизвестно. Вала. Да, первичного вала, вторичного, люфты и прочее десятое. В общем, сейчас начнем. Убираем. Сейчас Константин включит это видео, чтобы я вам покажу в реальном времени. Валы? Да, валы, как вот коробку разобрал, когда. Вот Константин сейчас включит видос. Вот смотрите. Сразу показывает, когда какие-то моменты есть. Вот смотрите, вот такая вот история интересная. Получается, вал первичный, да, или какой-то. Он имеет вот такую интересную, сейчас, Константин, видите, как бы снимает одной рукой приходится ему там зажать. Сейчас вот буквально секунду. Вот видите, он болтает вот это все. Даже от руки потом будет. Вот. Видите, от руки все вот так вот болтается. Есть люфты.
подозрительные. Ну, как бы эта претензия уже не сколько к сцеплению, это отдельно уже коробка идет. Узел сложный. Узел сложный. В общем, вот есть вот момент вот такой. Или еще что-то есть. Ага. Все. Сейчас тест-драйв быстренько проедем. Как он там газует, не газует. Поснимай, пожалуйста. Чисто тест-драйв, чтобы потом... Зачем это делается? Зачем делаем тест-драйв, да? Ну, на свой страх и риск, конечно, это все делается, потому что... Ну, как сказать... Ну, в ДТП, конечно, тут чтобы не попасть. На дорогу конкретно. Ладно. Поехали. Да. Зачем это делается? Для того, чтобы посмотреть утечки, дать ему давление, дать ему маленечко прожариться, просраться, чтобы к нам уже претензий не было. Потому что человек вряд ли будет тапку в пол нажимать. Как правило, по гражданской же все ездят. Гражданская вот это вот. А я вот, видите, тапку в пол нажимаю для того, чтобы именно дать именно то давление, именно дать ту температуру рабочую. Ну, как бы... Короче, понятно, да? Чтобы сейчас потом она постоит и утром посмотреть под машиной, нет ли там капелек. Если есть какие-то капли, соответственно, эта вся система должна опять разбираться, опять смотреть все сальники, смотреть все люфты, что обоссалось, почему обоссалось. В общем, как-то так. Но я вот, допустим, сейчас еду и одновременно еще там по ходовочке можно определить. Ходовочка вообще четенькая, мне нравится. Такая жестковатенькая. Чуть-чуть вот можно где-то тут разогнаться, там километров 80 дать ему, чтобы уже к нам уже претензий не было. Тем более уже ночь. Вот. Как бы не в штатных режимах мы сейчас едем, а вот ну, тапка Honda. Но она тогда дерзкая, 110, короче, все, больше не будем. Поэтому машина не наша. Машина не наша, не знаем, как она себя должна вести. В принципе, все, тест-драйв пройден. Вырубаем. Как-то так, смотрите за нашими видосами. Еще запишу свои ощущения. В общем, Константин говорит, это коробка. Вот этот люфт, который на видео мы показывали. Какое-то гудение есть. Потому что когда сцепу поставил, она уже гудела. Но хозяин принял решение собирать так. В принципе, это его деньги. Как говорится, надо, ну, скорее всего, надо было просто заказать контрактную коробку. Сразу. Да, ну, хозяин барин, как говорится, клиент всегда прав, поэтому сказал собирать. Сказал собирать? Или нет? Короче, сказал собирать, собираем. Не сказал собирать, не собираем. Все. Ну, факт в том, что сейчас машина едет, передвигается, ничего не шлифует, не проскальзывает. Вот. Корзина поменена, подшипники обслужены. Звук какой-то. Вот такой. Я не знаю, что это за звук. Какой-то такой. В других везелях такого не было. В общем, форпост в помощь. Сколько стоит? Плюс работа. Все. Опять калибровки, опять это все. Поэтому как-то так. Ну, неоднозначный ремонт, конечно, получился. Но бывает всякое. Ладно, завтра посмотрим на утечки, если все четко отдаем. Человек будет кататься, пока колом не встанет где-нибудь. Заехать вот наша Enius, и нам нужна спецификация Honda DV1. Видите, написано. Все, берем. Сколько нам надо? Смотрите, мультики. Drive Long. Тут тоже есть DV1. Это Dextron, да. Наша задача вот ETF Multi-Vehicle. И наша задача, нам нужен Honda. Где она тут написана? Вот Honda DV Acura DV1. Вот видите, Honda-Acura DV1. Все. Вот такую штуку мы покупаем. 3800. Ту, которую мы смотрели, 3800 есть. А мы смотрели еще вот Enius, да? Вот такой вот оранжевый. У него 1700. 1 литр. А там все будет четко. Заливаем масло, смотрим, сколько там масла. Совсем потихое, да? Это все масло, что ли? С коробки. Но придется по новой делать калибровку. Поэтому... Смотри, оно вообще не мало. В общем, наша задача сейчас до уровня поменять масло.
Всегда, короче, ребята, страхуйтесь. Как говорится, японский подшипник может долго гудеть. Константин сейчас рассказывает, что вначале было сделано. Да, Так, вот, подшипники давай вошние. без матов, короче. Подшипники вошние вот снимаю, короче. Разбираю его полностью весь. Так, Вот, то есть смазочкой. это по холостого хода подшипник промыл, смазал, короче. Так. Вот это второй Ну-ка, подшипник. подшипники все ты осматриваешь, на Да, да. износ осматриваешь? Да, они нормальные. У него чисто холостого хода был. А ты что, откуда его А взял? у меня был, я поменял ему. У него сепаратор лопнувший был. Так. Тоже, короче, смазал. Это хоп. где, это что? Это это второй какого подшипник хода? переднего. Переднего хода. Показывай, что тут было. Это здесь. заднего, по-моему. Да, заднего больше. Заднего большой. Словакия. Подожди-ка, сейчас вот это. Словакия. Где именно написано, что Словакия? Словакия, видишь? Представьте себе, где Словакия, где Япония, я вообще Да, не то есть понимаю. подшипники устанавливают словацкие. Словакия. Дата, даже 14 год ездили, 14 год подшипник. 14 год, подшипник, 6 месяц. Да. Сейчас, давай быстренько мы этот ролик запишем, потому что надо финалочку записать, что именно было Вот сделано. второй подшипник то же самое, только дата маленько другая. 05 месяц, 29.05. 14 тоже года. Словакия. Это этим лазером, короче, пишут. Словакия. Да. Евросоюз, А подшипник короче. холостого хода, короче, Германия. идет Германия. Германия, смотрите, ребят. Но это не уберегает, короче, это дело. Ну, 12 лет она как-то проработала, Ну, поэтому. да. Поэтому к этому вопросов нет. 12 То есть лет. все тоже смазываю, все, короче, Так, устанавливаю. теперь дальше. Далее, что Далее. все собираю, короче. Ну, и вот это всё показывает, то, что вот это вот смотри, видосики, вот это быстренько. И получается, я ему все это, короче, фиксирую. А вот ты крутишь вот это вот. Фиксирую, да, вот, показываю, что вот Контракт. контракт. Это вот, который мы ждали, да, Да, получается? да, смотри, видишь, тишина. То есть сейчас вот надо видите, кстати, это сцепа. Полная тишина, полное обслуживание. Полная тишина, полный Да, контракт. смотри. То есть вот здесь подшипник тоже. Подшипник обслужен тоже. Это что за подшипник? А вот который в коленвал становится. Одевается на коленвал. В колено втыкается. Да, я его тоже разобрал, обслужу. Все в этой синей ВМП автосмазочке. Да, вот, видишь. Да. Вот, обслужил. Все установил. Короче, ты все на шумы проверяешь, чтобы ничего не шумело. И, короче, это все И получается. вот твой Так, палец вот подожди. этот раскровавил. Так, еще где это? Давай, показывай, Ставлю. что еще. А, вот эту ты мне показывай. Я ее кручу. Слышишь, короче, коробки? А она, Вот блядь, что-то. Слышишь? криво крутится нахуй. Это в Вал. коробке валам хана. Понимаешь? Кружит уже, протокольно. Так. Фу, бля, любимый, я же сказал, что я его... Я его уебал. Тихо, На месте. не матерись. Тут уже, короче, ну, Это уже все нервы не выдержит, короче. всё, включаем. Так. В общем, поняли, да? А, покажи сам, коробку снимаешь, там сколько всего сальников? Короче, сальников несколько штук. Есть какой-то один хитрый сальник, который может... Короче, там все сальники могут обоссаться. Поэтому желательно, когда эти все мероприятия происходят, менять сразу сальники. Лучше оригиналы. Всегда все сальники менять. Потому что у нас было такое, то что один раз сделали, побежало. Второй раз работу бесплатно никто делать не будет. Второй раз сделали. Когда второй раз сделали, человеку говорим, вот этот сальник надо заменить. Короче, не нашли? Надо было искать до победного, пока бы не нашли. Это не искал, блядь, искать надо, нахуй. Пока не нашли, но люди торопятся. В общем, не нашли сальник. Сказали, что ставим? Они говорят, ставьте так. Повелись, поставили так. У людей обоссался опять этот весь узел. Потекло. И, соответственно, дураками вышли, как бы сказалось бы, мы. Но мы не можем... Ну, хозяин сказал собирать, будем собирать, что. Не нашел он сальник. Чьи проблемы? Наши или его? Поэтому пришлось... Но это уже совсем другая история. В общем, сейчас калибруем. Если все проходит, то хозяину повезло. Не проходит, заказывает коробку. Но они, как правило, не летели еще пока что на нашей практике. Но, может быть, это первый автомобиль, у которого будет сломанная коробка. В общем, как-то так. Записываем. В общем, заходим сюда.
Итак, сняли коробку. Видим то, что корзина стоит уже контрактная. Не подписано, контракт, город Якутск. Все в смазке, в тормозухе. Все вот в таком вот состоянии. Крутится туго, что-то шумит, гремит. Будем сейчас доставать и смотреть. Сейчас снимем сцепление и отправим видеоматериал для экспертной оценки ситуации Евгению и Сергею в Honda.ru. Так, смотрим, что у нас тут. Грибок, видим, не отцентрован. Здесь у него слишком большое расстояние. Здесь уже меньше. Также сейчас будем снимать, уже открутили. Там обломалась какая-то лапа. Скорее всего, это лапа подшипника. Ну вот, что мы видим. Разбила. В таком вот состоянии у нас колокол, все в тормозухе, все грязное. Сейчас будем перемывать все, очищать. Итак, сняли коробку. Видим то, что корзина стоит уже контрактная, не подписано, контракт, город Якутск. Все в смазке, в тормозухе. Все вот в таком вот состоянии. Крутится туго, что-то шумит, гремит. Будем сейчас доставать и смотреть. Сейчас снимем сцепление и отправим видеоматериал для экспертной оценки ситуации Евгению и Сергею в Honda.ru во Владивосток. Дроссельная заслонка, состояние дроссельной заслонки. Все грязное, все в черноте. Будем отмывать. Вот, сливаем масло. Есть немножко стружки. Масло по цвету хорошее, но пахнет немножко горело. Я уже контент с утра пишу. Здорово, братуха. Как тебя дела? Нормально. Все. Вот Honda серый. Так, что, поедем работать? Поехали. Погнали. Я сейчас iPhone заберу с машины. Вот с серыми едем. Че, серый, расскажи, пожалуйста, как твое мнение? Вот люди отдают свои автомобили, да, без всяких как бы отзывов, да, людям, которых даже вот не читают в 2 гисах, кто чем занимается, делают Хонды. Вот я хочу конкретно, ты же у нас хондари. Да. По Хондам мы сейчас с тобой разрулим этот вопрос. Как думаешь, стоит дилетанту отдать автомобиль, которого ты толком не знаешь, специалист он, не специалист, или надо все-таки прощупать этот рынок и узнать, как бы, ну, что этот человек реально специалист, и нужно ему отдавать данное сцепление на обслуживание. Там очень много нюансов же, правильно же? Там очень дохрена же нюансов. Я считаю так, что здесь у нас 2 стороны медали. То есть бывает такое, что человек вроде бы как и гладко стелит, хорошо все преподносит, да, но он не эксперт, он не компетентен в решении данного вопроса. У меня таких как бы мастеров тоже очень много по городу, которые, ну там нюансов сам знаешь. Так то, что я очень знаю. дофига. И вот с других автосервисов ко мне тоже поступают автомобили, мы их ремонтируем, дефектуем. А почему второй раз сняли коробку? А потому что там не взвели кое-что, к примеру. То есть, соответственно, они второй раз сняли, потом поставили китайца, не откалибровали. Случаев масса, вообще варианты. Даже вспомни, смотри, мы когда с тобой только этим занимались 4 года, 5 лет назад, не было вообще никакой информации по взведению этого сцепления. Мы это как-то где-то что-то с тобой нашли. Да. Я И помню этот момент, помню. сколько на этой проблеме, ну, грубо говоря, на этом косяке
Сколько машин, ты представляешь, пострадало? Просто размотало хорошие сцепления, которые ходили бы еще 100 тысяч километров и больше. Да. Люди просто пытаются сэкономить деньги, правильно? Сами лезут в это сцепление, пытаются коробку, допустим, снять. Ее снять легко, речи нет. Да. Открутить все легко, снять легко. Но правильно все это сделать, да, грубо говоря. Могут единицы. Могут единицы, да. У нас с тобой нюансов, сам знаешь сколько. То есть даже по сути ты обслужил подшипник, все вроде бы собрал, смазал. И даже если ты смазку набрал, ну туда правильную набил, это не значит, что ты все без косяка туда поставишь. Можно запуск автомобиля неправильно сделать, правильно? Конечно. Но это уже мы сейчас с тобой немножко секреты рассказываем. А вот этот, который секрет по грибку конкретно, это был такой, знаешь, не в обиходе это была проблема. Конечно. Мы тренировались, во-первых, Жень, хочу напомнить нашим подписчикам, на своих автомобилях. Вспомним твоего Фита. Да. Вспомним моего Грейса, который стоит у меня на территории. Это вот такой проект был, на котором я тренировался. Я, прежде чем как бы людей, автомобили принимать к себе, я тренировался на Грейсе. Там больше 50 раз я снял на нем коробку. То есть учился, экспериментировал. Естественно, первый раз, когда у меня образовалась проблема выхода из строя выжимного механизма, точнее не так, выхода из строя подшипника холостого хода, я полез, я сырой, я ничего не знаю, как бы надо учиться. В интернете никакой информации вообще на тот момент никакой не было. Естественно, я упорол двухмассовый маховик. Да. То есть, как бы я его купил, все, потом я посмотрел на него, как бы конструктивно, его надо взводить. Мы его взвели. Дальше, что мы натворили? В этот же кон мы сняли грибок, открутили, я натворил у себя вибрацию. Первое, там, по-моему, мое видео на YouTube-канале, как раз таки мы побеждаем эту вибрацию. Я заказывал с Санкт-Петербурга через Мишу на высокоточном оборудовании. Мы с ним созванивались, были на связи. Была идеально сбалансированная корзина у нас. Ты знаешь, что там есть высворовки? Вот эти Я вот знаю, все там даже есть, пики, там даже есть. специальные есть насечки с завода. Насечечки есть, все. И вот мы брали, искали идеально отцентрованную корзину и по ней вытачивали оправку грибка. Я тебе ее, кстати, покажу. Она у меня есть. У тебя она тоже уже есть, как бы. Ну сколько лет прошло? Какой ценой? Ценой всего вот это вот все достается. Ну, на самом деле, я тебе скажу, мы бы, может, и молчали бы, и не говорили бы обо всем этом, но вот конкретно ломать начали машины дилетанты. Да. И нам приходится это все рассказать на аудиторию, чтобы люди тоже были маленько в курсе. Я думаю, уже не стоит таить шило в мешке, да? Да, конечно, уже сколько лет прошло, Жень, мы уже сколько, 4 года с тобой этим обильно плотно занимаемся, уже через мои руки прошло более 1000 машин. Вот по выжимным механизмам сцепления, по корзинам, по коробкам, мы уже эксперты реально в данной области, все знаем, все умеем. Но через мои руки тоже уже в Якутске прошло более 300 машин на самом деле, где-то примерно. И да, я не спорю. Вот нас бывает хаят, говорят, что у нас сервис очень дорогой. Мы дорого обслуживаем сцепление, но вы поймите, что это знание годами набивается. То есть не просто все это. Хорошие материалы мы используем. Желательно сцепление стараемся. Где-то даже вам пытаемся сэкономить иной раз, потому что, допустим, я бы такую корзину никогда бы не приговорил бы. В принципе, половина диска это еще будет ходить какое-то количество времени. Да, я согласен, он может утянуть за собой, ну, как бы, подшипник, да, но бывает и ходит и по 100 тысяч километров. Спокойно бывает такое. Я тебе могу сказать даже такие моменты, что у нас уже третичное обслуживание выжимного механизма состоится на одних и тех же корзинах. То есть люди ухаживают за своими автомобилями. То есть там пробег, допустим, 60, 50, 80. Все по состоянию выжимного механизма мы осматриваем мотование шара, посадочное место шара и вот эти вот все моменты. И исходя из своего опыта уже людям говорим, что и когда им стоит как бы приехать. Вот ведем этот материал у себя в сервисной книжке, то есть они в любой момент ее открыли, посмотрели, ага, время подходит уже третично встречаем людей. Ну вот, ребята, наша команда Хондари на самом деле, она уже развита во многих городах. У нас есть очень хороший специалист Булат в Чите, да? Да. У нас есть вообще красавчик. У нас есть хороший специалист в Красноярске, Сергей, то есть, да, тоже. В принципе, как бы спецы есть, их очень мало, их единицы. Их единицы. И смотришь на объявления, сколько занимаются этими сцеплениями. Каждый второй уже начал Хонды ремонтировать. И типа они говорят, что это все так просто. Да что вы там нам говорите, что это
там такой сложный узел, там какие-то секретики есть и все такое. Но по факту, они не знают даже половины некоторые. Нет, есть ребятишки такие нормальные, да, грубо говоря. Ну, я так чисто и симарком сказал это. Но, в принципе, есть спецы хорошие, те, которые реально, можно сказать, золотые руки. Есть, да, но это единичный Это клади. случай, Вот да. это, допустим, Булата нашего возьми. Да. Этот человек вообще работал по факту на РЖД. Да. Он за 2 месяца начал заниматься хондами, и в принципе у него вообще четко все получается. Четенько, да, получалось. Ну, опять же, не без нашей команды и вообще без своих знаний тоже. Да. Мы же команда, как То есть мы бы, помогли ему раскрыться, по факту. раскрыться, да. Ну, по сути, как бы, мы все помогли друг другу Да, раскрыться. очень хорошо. Как-то сплоченно вот это вот все произошло Ну, то есть в одно время. мы дополняем все друг друга. Допустим, что Булат знает, мы можем не знать. Что, допустим, да. ты знаешь, я могу не знать. И так что, же и ты и что знаешь, я я знаю. могу не Да, знать, и вот да. это все как бы. А когда мы одно целое, когда мы команда, мы знаем все. Согласен, да. Так Мы и позвонили на звонке, у нас проблема случилась какая-то такая, нештатная, да, допустим, грубо говоря. Мы ее вычислили все вместе. Вот эта команда, и я считаю, что все гибридные мастера, вот это конкретно направление Honda на самом деле. Но так надо работать вообще по всем гибридным автомобилям, даже по Тойотам. Ну и по Toyota По также Тойотам мы, работаем. ну, мы также, да. А другие, допустим, гибрид-сервисы бывают, что и не работают. Они стараются друг от друга таить какие-то, да, ну, секреты. Допустим, некоторые литием там занимаются, да, какие-то секреты не рассказывают. Говорят, бабки плати, я Да, тебе... 500 тысяч плати, я тебе все Я тебе все это расскажу. Но это неправильно, потому что у нас, если, я думаю, какая-то одна команда, да, допустим, ну, не то, что одна команда, как это называется, Цель должна сплотить. мы должны поддерживать все друг друга. Может быть, не рассказывать какие-то секреты обывателю, но по факту мы, которые специалисты, мы должны делиться информацией. Я так думаю. Конечно. А еще сколько приколов эти гибриды подкидывают нестандартных, решения проблем требуют, которые даже мы еще даже не разобрались. Да сейчас новые тачки пойдут. Вообще. Мы, в принципе, много чего не знаем. Все-таки. Вот я и говорю, что лучше переплатить иной раз, но отдайте специалисту, который занимается очень много лет. Вот, допустим, надо читать отзывы. Надо смотреть, сколько через человека прошло данных автомобилей. И тут будет все ясно. Если этот человек 2-3 машины сделал, это не профессионал. Он ничего толком не знает. Ну, опять же, с другой стороны, нас взять, мы тоже когда-то не были профессионалами, но нам некуда было деваться. Нас никто не учил. Да. Машины эти сами ехали и говорили, сделай, пожалуйста, что-нибудь только, чтобы она поехала. И мы туда лезли, потому что, даже без знаний лезли, потому что человеку в любом случае надо отремонтировать автомобиль. И он это прямо слезно просит. Он говорит, я съездил уже в кучу сервисов, меня везде отказали, пожалуйста, разберите, сделайте мою машину. Я помню, у меня был шаттл, первый раз приехал, говорит, сделай мне, пожалуйста, сцепление. Я не знаю, говорит, куда отдавать. Я полез первый раз, без всяких знаний, но я начитался. Я просто, вот этот вот взвод маховика, я его просто, я знал, что его надо взводить. Но я нашел эту информацию, я сделал я это. нашел в то время эту информацию. И ты представь, Серый, я новое сцепление первое не закалечил. Оно до сих пор бегает, все четенько у меня получается. Это уже 3-й год пошел. Ништяк. Много читал на форумах, много заблуждений есть. Много такой информации, которая, по сути, клавиатурные эксперты, я вот так это называю, говорят всякую херню. Вот, допустим, давай возьмем смазку подшипника, если это новое сцепление. Все говорили, что там есть консервант. Нет, там не консервант. Там не консервант, там заводская смазка. Заводская смазка, да. Но смотри, мы же сомневались. Согласись, мы сомневались в этом. Прикинь, как людей, вот нас, мастеров, вводили в заблуждение. Мы постоянно с тобой по этим группам вот эту вот всю информацию выискивали, вот, да, вот перечитывали, спорили, там на матах чуть ли перепалки были, там вот даже возьми у меня Ходосевича, да, в городе, то, что он доказывал, потом вот Игорь Инсикей также доказывал с Новосибирска, что там консервант, вот, а по итогу-то как оказалось. Японцы не дураки, зачем придумано сцепление, это вот даже кросс-номер мы бьем. Да погоди, ну вообще даже не склеивают
устанавливается, понимаешь, это, и как это называется-то? Нету никакой логики. Как это? Вот, я Как про это что новое говорю. сцепление? Они что, японцы достают с коробки, перемазывают, что ли? Нет, Это конечно. бред, Это вообще бред, бред. конечно, Они не полный бред. собирают на своем заводе это сцепление. Это сцепление собирается на заводе Германии, там же и закладывается эта смазка, упаковывается по коробкам, отправляется в Японию на установку в данные автомобили. Вот, все. Никаких этих нету. Отзывная кампания произошла от завода, да, допустим, по Хонде, Но. роботизированной, да, то есть они открывают эту упаковку спокойно, вставляют это узел в сборе, проходит калибровку, все, и вводят автомобиль в эксплуатацию. Ну, Ничего там не надо перемазывать. Миф развеян. Конечно, уже давно-давно. А миф развеял я, получается, знаешь, когда? Когда Ну мы с тобой все это Когда делали, установил вот это на шаттл сцепление первое, и я доказал, что оно ходит уже 3 года. На каком консерванте оно ходит? Ну как она может на консерванте столько лет Есть ходить? заводские дефекты сцеплений, как бы я на них уже как бы натыкался, конкретно не у меня люди ставили, а вот приезжали здесь в Хабаровск из Благовещенска, с Биробиджана, да, по-моему, с Биробиджана приехал один мужичок, устанавливал не у меня, в Северном устанавливал сцепление, он доехал, получается, до Биробиджана, до поворота, и у него опять сгорело новое сцепление. А я тебе скажу почему. А кто ставил это сцепление? Ты что ли? Не, Нет? Вот я Нет. тебе и скажу, почему оно вышло из строя. Его неправильно поставили. Вот и все. возможно, не исключаю такой факт. Пережали его и все. Ну, узел в сборе, видишь, как бы, тем не менее, 200 километров-то он как-то проехал. Как бы 200 километров я думаю, он что проедет. это просто заводской дефект произошел. Возьми вот этот пример с Бакалдином. Ну, гибрид силы. Мгм. Сцепление же отходило 2 месяца. Ты смотри, как оно расхерачило его. Вот именно по этому, как его. Ну там вот, когда Армен достал, там просто пластина, просто вся сломана. Как можно заводскую пластину сломать? Это не китайская пластина. У меня попадались такие случаи, да, когда никто не лазил и пластину ломало. Но это единицы. Это, А ломает ее из-за дисбаланса. возможно, износ грибка никто не отменял. Но там уже наворотили, видишь, в чем прикол. Если туда никто не лазил, износ грибка по подшипнику, то есть вклинивает подшипник грибка. Да. Вот, получается, в... Ну туда Конечно, лезть нельзя, могу. потому что там получается вот эта центровочная штука, она Нет, садится я в посадочное. Я не про внутренний, я про наружный имею в виду. А, про То есть, наружный? когда, да, наружную часть шлейфа, получается, Ну-ну-ну. стирает, и вот, получается вибрация, из-за этой вибрации ломает пластину. Есть моментов очень до хрена. Ну вот сегодня такое интересное видео, на самом деле, вы увидите. Кое-что поясняем. Ну, я думаю, шило в мешке уже не утаить, реально. Уже столько лет прошло. Пускай, как бы, ну, кто нас смотрит, будет знать это. Вот и все. Ну, плюс молодое поколение подрастает. То есть не один же город России нас смотрит, Якутск, Хабаровск, Конечно. к примеру. Недавно с Краснодара приезжал, получается, обслужил выжимной у нас на шаттле. Поехал сейчас к Сереге в Белогорск, там у него в Биробиджане дела, в Амурскую область, там потусуется, ну и я так думаю поедет обратно. Спрашивал меня, есть ли специалисты вот именно в Краснодаре. Ну, они вроде бы как есть, просто мы о них не знаем. И какого рода эти специалисты, опять же? Я еще хочу вам, ребята, рассказать, как эта вся хронология по годам идет на самом деле. Все ваши машины пришли примерно с пробегом 50 тысяч километров. Когда-то они были. Даже сейчас у многих машин 14-х годов, они уже, по сути, уже старенькие. У них уже пробеги по 200, по 300 и по 500 даже есть у некоторых, да. И хронология поломок, ну то есть вы говорите, что Honda это плохая машина, но в принципе она, конечно, не такая надежная, как Toyota, это можно прямо сказать, но с другой стороны, во-первых, ее надо обслуживать очень щепетильно и правильно. Это регламентный автомобиль, у которого все делается исключительно строго по регламенту. Регулировка клапанов 10 тысяч километров. Обслуживать сцепление надо примерно на сотке. Дальше уже обслуживать это большие риски. 150-170 это, скорее всего, когда достаешь узел, там уже ничего хорошего нету. Там уже будет на сухую, подшипник походил уже сотку почти что. Ну, к 100 тысячам, а на сухую. Ну тут на выработку. не так, тут видишь, все зависит от смазки, от темпа вождения, стиля езды. Нет, ты не понял, какой смазки. Японская смазка, Японская которая смазка, забыта да. с завода, она уже на 100 тысячах превращается в гуталин.
Ну да. Жвачку. 100-150, да, согласен. Вот и все. После 100 тысяч что происходит? Металл по металлу начинает хавать эти подшипники потихонечку, Сначала изнашивает. смазка приходит в абразив, то есть она напитывает на себя ферродо через негерметичные Да. вот эти вот пыльники. Потом с помощью этого абразива происходит трение. Трение убивает, сплавляет просто этот А механизм. трение это опять же температура. Температура, да, Температура всё 300 градусов. И вот там внутри есть две штучки вот этих Пластиковых поршней, да. пластиковых поршней, которые просто плавит. Вот у вас и происходит разгерметизация подшипника. Ну, в принципе, как бы так. И выходит из строя данный узел. И если его смазать на 100 тысячах километрах, он еще 100 тысяч походит на смазке, будет все нормально. Опять же, нюанс. А как эксплуатировать будет клиент свой автомобиль? Как он будет, во-первых, эксплуатировать, во-вторых, какая туда будет набита смазка. Все верно. Мы забиваем туда смазку, которую уже годами Проверили. испытали и проверили. Мы что только с тобой не перепробовали, Вообще скажи. капец, ну, В МП авто пробовали? пробовали. В чем мы пробовали? Валену СВ пробовали? Пробовали. Что там у нас еще было? Кострол, Кострол, Хаска. Хаска. Потом, я уже не помню, забыл, такая белопрозрачная, типу Хаска, ну, блин. Я она вам скажу. Питама. Питаму мы пробовали с Серегой из Красноярска. Пробовали? Это добавка, да, получается. Ну а сейчас у нас есть секретная добавочка, которую мы никому не расскажем. То есть, в принципе, это будет вот так вот. Да? Да? Все. В принципе, подшипник ходит. У него смазка, по сути, подобрана по температуре текучести где-то к 300, да, даже больше Ну, градусов. там нет таких, на самом деле, температур, мне кажется, потому что, ну, понятно, что это все зажато в дюраль-алюминиевом корпусе, вот это сцепление, Нет. вентилируемых зазоров нету, там, блин, Там серые температуры большие. температуры большие. Почему? Потому что двигатель сам по себе. Представь, я тебе сейчас сконструирую ситуацию. Жара, 50 градусов, Якутия. У вас такой жары нету, у нас есть 50 градусов. У нас максимум 35, у нас душно. Сухой, Здесь. жестко сухой вот этот вот, да, этот, как его, ну, жара, грубо говоря. Плюс температура от двигателя шпарит. Градусов так 80-90. Ну, человек в подъем поднимается куда-нибудь на Вилюйскую горку, допустим. Плюс не откалиброванный автомобиль, вовремя идет пробуксовочка, сцепление. Пробуксануло сцепление, Да. шлифануло сцепление, оно примерно на 100 градусов повышает резко температуру внутри. Это если по программе смотреть по нашей, да? Ну вот и представь, у тебя он идет где-то примерно на температуре 160, резко на, соточка сверху 260, бламс, упала. Мгм. Он дальше начинает на ней газовать, потому что прошлифовка, она никуда не девается, она дальше идет. Пробуксовка идет, да? Да. Конечно. И все, по сути, вот она, 300 градусов. У вас вскипает муфта, прилипает, и он не может отлипнуть. И вы выжать эту передачу. Все, в принципе, происходит разгерметизация, и вы приехали. Еще почему происходит разгерметизация, можно об этом поговорить. Давай. Обо всем. Вот смотри, короче, многие не в регламент приезжают менять тормозную жидкость. Я сейчас не веду речь за оригинальную жидкость 5P8. Все мы знаем, до 4 у нас гидроскопичен. Вот мы ездим 20, 30, 40 тысяч. Вот у нас здесь на Дальнем Востоке вот влажность окружающей среды в Хабаровске вот именно у нас очень влажно. Поэтому я своим клиентам всегда рекомендую каждые 15 тысяч, ребята, меняйте свою жидкость, потому что до 4 гидроскопичен. Водичка набежала, набралась, там где-то вот осадочек остался, бачки актуатора ее всосали, это все попало в выжимной механизм сцепления. Что происходит с водой на 100 тысяч, на 100 Закипает. градусов? Она закипает, она всхлопывается туда паром. И Я вот с тобой, прикинь, я что с будет с тобой пластиком. полностью, Серый, согласен. Я тебе еще сейчас добавлю. Вот смотри, японцы, они добавляют в бачки с завода жидкость такую, 5P8 называется. Да. Это нифига, ну это аналог DOT 4 по сути тормозной жидкости, но эта тормозная жидкость, у нее температурные режимы совсем другие. И она не такая гидроскопичная, это первое. Поэтому и с завода подшипники на 5P8 ходят дольше. Почему мы заменили 5P8, грубо говоря, DOT 4? Да потому что, в принципе, он дешевый. Да, 5P8 на сегодняшний день банка у нас в оригинале в хондовском магазине 4000. Хватает на 2 замены. То есть Да. люди просто в целях экономии это все начинают. А теперь я скажу, опять же, это
плохо разве, что мы сделали и для вас, для наших клиентов экономию. Это хорошо, но опять же, мы же всем говорим. Приезжайте в регламент. В регламент меняйте чаще. Грубо говоря, раз в год приехал, даже что-то, даже если тормозная жидкость в принципе как бы нормальная, чистая, и по прибору она показывает, что типа у нее нормальная гидроскопичность, там 1% воды содержания, это не значит, что ее не надо менять. Конечно. Ее надо поменять, потому что свойства она все равно свои теряет с годом. И в принципе, если вы будете чаще менять тормозную жидкость, ну, грубо говоря, не могли найти вот 5P8. 5P8 это реально дорогая штука. Да. Эта баночка стоит 6000 рублей сейчас. У вас в Якутске? Да. У нас 4 здесь, в Хабаровске. Ну, туда доедет, будет 6 стоить. Ну да. Вот логистика. и все. По сути, как бы, хорошо бы, конечно, 5P8 возить. Но нету клиентов таких, которые бы хотели этот 5P8. Я, допустим, рад был бы заливать вам 5P8, но вы сами на это не пойдете. Потому что кто к нам в сервис не приезжает, говорит, ой, у вас 1500 дорого тормозную жидкость поменять. Извините, 5P8 будет дороже. Так у нас также 1500. Ну вот. По сути, как... 5,8 будет дороже, конечно, как минимум, блин, ну, я не знаю, на 2000, то есть делим банку на 2, как минимум, на 2. Ну смотри, Хонду скажи, Honda это тот автомобиль, на котором надо экономить? Он стоит дешево. Я вот так скажу вам, эта машина дешевле Тойоты, она распространеннее. В Японии даже она дешевый автомобиль. Она в 2 раза выше требует к себе внимания, я вот так скажу. Но внимание она к себе требует в 2 раза выше, чем Toyota. Да. Потому Toyota и дороже, что она вот, она надежна. Вы посмотрите, на чем мы ездим. У Сереги Хорек, у меня Хорек, у меня еще и Lexus. Но по сути как бы Honda мы не берем. Я не знаю, как бы это не антиреклама Honda. Это просто, знаете, я не хочу вкладывать в нее. Жень, я вот купил Хорька, жену пересадил на Prius, да, и вот Грейс у меня сейчас стоит на продаже, потому что, ну, для меня, для моей семьи это утопия. Я понимаю, что я сам мастер, но вот представляешь, за 5 лет эксплуатации моего автомобиля с женой, да? Да, я представляю. 3 роботизированные коробки, представьте себе, потому что гул, шум и все вот эти вот моменты, и было так дешевле. Получается, что мы еще поменяли? 3, получается, сцепление. Так, сняли старые сальники, межваловой и первичного вала сальник. Сейчас будем их менять. Вот они. Вот они. Сейчас будем их ставить. Так, установили новые сальники. Межваловой и первичный. Все, сейчас ставим готовое сцепление в коробку. Все, на месте. Так, ребята, собрали машину. Все у нас уже готово. Сейчас будем калиброваться. Так, машина у нас прошла практически все калибровки. Все идеально. Все с первого раза. Сейчас будем запускать. Все, сейчас будем ждать. Первый запуск, уже никаких вибраций по салону, ничего не трясется, подголовники нормально, не вибрирует ничего, все ровно, все четко, тряски нет. Так, машина у нас практически прошла все калибровки, осталась последняя калибровка в движении. Снизу все у нас сухо. Все нормально, ничто нигде не бежит.